Можно вопрос? Да, вопрос, да. Но заявление Меджлиса было достаточно миролюбивым, в общем-то, и спокойным. Почему вы считаете, что они готовят провокации? Я вам хочу сказать, вспомните, с чего начинался Майдан. Все было миролюбиво. Мы же знаем эти технологии. Откройте этот, я не помню автора, 150 рецептов организации революции. И все, каждый рецепт. Все миролюбиво. Можно я дополню? Конечно. То, что касается заявления, вы говорите, да? А в Таджикистане сегодня ситуация настолько страшная, что любое, не просто какое-то действие, любое собрание или что-то, оно вызывает естественную реакцию у других, которые на другой стороне и по-другому это видят. И когда собираются крымские татары, другая часть населения, которая на той стороне, будем так говорить, которые оппоненты, они в этом видят, даже если это мирное что-то намерение, да, они в этом видят определенную угрозу, естественно, их никакие будут действия. Естественно, тоже собирать людей с палками и так далее, то есть предположительно, что они могут сделать нечто. Это уже будет стоять противостояние, которое может превратить. То есть в данной ситуации руководство Меджлиса должно в первую очередь смотреть, выгодно это народу или нет в данный момент. Если ты проводил его бы раньше, там, это собрание по поводу Чулюбиджихана и так далее, то есть проводить какие-то реквием, проводить какие-то там конференции, в данный момент так можно было бы это сделать, если это как День памяти и так далее, но никак не на площади. По той простой причине, что такой недавний опыт, который собирал митинг Меджлис, мы видели, что напротив этих собрались казаки и так далее, которые стоят как противостояние, видя, что будет какая-то угроза. В данный момент, когда происходят в Украине такие действия, что смерть, уже человеческая смерть ничего не стоит, жизнь, то есть человеческая ничего не стоит, что его убили, то есть эти рамки уже перешедшие. Поэтому в этот момент как можно спокойнее должна быть обстановка. И именно в самый момент, когда вчера было уже столько жертв, выводить людей, и кто хочет сделать провокацию, 2 секунды, ну 2 секунды, собралась просто толпа, как вы говорите, для мирного этого, вспомнить Чулюбиджихана. Собралось, допустим, 1000 человек. Раз упал один человек, раз второй человек упал. Никто не знает откуда, почему он упал. И пошло и поехало. Все, поэтому... Не, я имею в виду заявление Меджлиса не по поводу Чулюбиджихана, а по поводу ситуации политической в стране. По этому поводу я добавлю, это наш пресс-секретарь. Прошлый митинг, который они собирали, да, аналогичный, там как бы под лозунгом тем, что были приняты антидраконовские, ну, были приняты законы, как бы драконовские, и для отмены их Меджлис попытался собрать людей. Но, как правило, люди не откликнулись на такой призыв, да, на такого рода призыв. И они пошли другим методом, то есть прикрываясь именем национального героя, то есть уже по другим соусам. Якобы мирно. И да, призывают отметить эту дату, вот. Хотя есть много других способов, чтобы отмечать такую дату. Да? Проведение там реквиема, проведение симпозиумов, круглых столов с привлечением студентов, интеллигенции, профессоров, какие-то пояснительные работы на местах проводить региональные меджлисы и так далее. То есть для этого не обязательно собираться на площади, особенно в такое время в государстве. Как по поводу выстрелов, мы знаем, что были снайпера на крыше в Киеве, которые стреляли и в одну, и в другую сторону. То есть и здесь возможен такой же сценарий. И эти будут снайпера не власти, снайпера не оппозиции, а, как уже отметил Гимиджи Селямет, что здесь очень много спецслужб работает. Я хочу уточнить, у вас есть достоверная информация о том, что планируется приезд боевиков и захват здания Совмина? Да. Спасибо. А сами вы людей от Эрабляева? А сами вы какую-то группу людей будете отправлять на площадь, ну, чтобы защитить? Вы же смотрите, вы же слышали митинг, нашу идею, нашу мысль. Сегодня надо сидеть дома. Обратите внимание, и Киевская даже, вот, да, Макеев, вот этот новый сегодня председатель администрации, это сказал, люди, даже детей не пускайте в школу. Понимаете, дома надо сидеть. Конечно, мы этого делать не будем. Аллах сахласан. Для чего это делать вообще? Ни в коем случае нельзя на крымских татар допустить ни одной капли крови в Настаске. Вы понимаете, что начнется? Любой. Я сейчас как бы это. Я сейчас, потому что сегодня крымских татар сегодня хотят. Понимаете? Разыграть.
Понимаете? Раньше же вы хотели отправить в Киев группу людей? Мы не только это хотели, мы и отправляли. Но обратите внимание, в моих всех заявлениях, когда меня журналисты спрашивали, вы хотите отправить туда эту группу? И когда говорю, я да, и мы говорили, миротворческая миссия. И вся наша деятельность там заключалась в объяснении всем, этого делать нельзя. И сегодня та ложь, которая льется с некоторых проангажированных СМИ, где говорят, тетушки, они там, туда-сюда. Сегодня эти люди на улицах Киева, они сегодня, когда вся милиция сконцентрирована в центре, они сегодня хоть как-то не дают ломать магазины, ломать аптеки, грабить банки и так далее, и так далее. И сегодня, кому это не нравится, у которых план, чтобы это все грабилось, горело, сегодня говорят, вот тетушки наводят, это неправда. И мы тоже хотели, поверьте, отправить 1000 человек, но нас попросили в Совмине не делать этого. Не делать, потому что сегодня всю работу надо концентрировать здесь, в Крыму. Вся работа должна быть здесь, потому что мы видим, обратите внимание, как руки сюда тянутся. Вы знаете, что вчера сожгли автобус крымский? Знаю. Для чего это делается? Зачем это делать? Ведь вы же вагонами отправляете в Киев для того, чтобы убивать. А почему вы не пускаете людей для того, чтобы они мешали убивать? Понимаете? Поэтому... Нет, конечно, поэтому мы говорим, ни в коем случае не выходить никому. Никому. А по вашим данным, татары на Майдане есть сейчас? А? По вашим данным, в Киеве Нет, на Майдане? Нет, крымских татар на Майдане. То есть решение проблемы себе дома? В Сегодня? данный момент, конечно. Не вмешиваться. Если вам об этом Бог говорит, вы разве не слышите? Я хочу задать вопрос всем участникам конфликта. А что думаете, вы вообще задумались о том, что думает по этому Бог, перед кем вы будете отвечать? Все. Бог вам говорит, не делать этого. Всевышний вам говорит, не делайте этого. Вы что? Вы созданы для любви и понимания. Господь своих в всех Писаниях говорит, я создал народы для того, чтобы они познавали друг друга и понимали друг друга, а не для того, чтобы убивали мы друг друга. И теперь смотрите, что происходит. Мало того, что не народ, а народ друг друга убивает. Посмотрите все конфликты. Мы же должны, умный учиться на ошибках других. Дурак учится на ошибках своих. Посмотрите, все эти конфликты, к чему привели? В Таджикистане все равно все сели за стол переговоров. В конце. Чечня. 450 погибших. Все равно. 450 тысяч погибших. Все равно. Ливия. Результат. Лучше, люди жили лучше, а сейчас бензин не могут купить. Бензин был бесплатным, никому не нужным там. А сегодня километровые очереди бензин не могут купить, хлеба нету. И дети бегают за этими европейцами с протянутой рукой, дайте хоть покушать что-нибудь. Сирия. Сирия до сих пор. Сегодня вы знаете, что в Казахстане тоже это делается, раскручивается. Зачем это делают? Зачем? Поэтому, а почему, знаете, почему у них получается? Потому что все мы, у нас нету гражданской позиции. Моя хата с края. Я еще 3 года назад людям говорил, ты поставил заборы высокие ворота, и ты думаешь, к тебе не придет? Если ты будешь так себя вести, придет, и никто на твой забор и ворота не посмотрит. И мы это видим. Взрывается в центре Киева квартиру, выносится все для баррикад, всю мебель, по ходу имущество ценное и так далее, и так далее. Уже мы знаем, что уже 15 тысяч беженцев есть. Знаем, что вот оформили это на выезд с Украины. В Авир вам пойдите посмотрите. В Авире посмотрите, что творится. Это что такое? Ради чего? Да не нужна мне эта евроинтеграция такая. Да уже ее никто и не вспоминает. Есть еще вопрос? Да. Новостное агентство Харьков, Ольга Леонова. Скажите, пожалуйста, вот сейчас через полчаса будет сессия Крымского парламента, Да, есть такое мнение. Поэтому мы торопимся. Да, есть такое мнение о том, что на ней, оно, правда, ничем не подтвержденное, но есть такое мнение о том, что, возможно, будет объявлена некая автономия. Я вас всех хочу об этом поздравить. Вот отношение Сибаты к этому. В кавычках. Потому что была какая-то большая, мощная страна, было у нее ядерное оружие, был промышленный потенциал, было мощное сельское хозяйство. И потихонечку те силы, которые сегодня хотят взять реванш на площади в Киеве,
Они разрушали это под нашим молчаливым молчанием. И сегодня итог. Я больше вам хочу сказать. Если, не дай Бог, тот сценарий будет получаться, Украина перестанет в той форме, которая она есть, она перестанет просто существовать. Понять этих людей тоже можно понять. Поймите, потому что они тоже, у них есть семьи, у них есть обязательства перед своими избирателями и так далее, и так далее. Они ставят барьеры, чтобы это не пришло сюда, не пришло там в их дома. Я их понимаю, я не говорю, что я их поддерживаю. Понимаете? Я просто их понимаю. И сегодня, я поэтому говорю, сегодня пока еще что-то можно изменить, пока вот этот конфликт, но он уже вышел. Посмотрите, что происходит на Западе. Ужас. Люди не согласны с их позицией, посмотрите, как они глумятся. Председатель райгосадминистрации Волынской, посмотрите, что с ним делали. Это что такое? Он же вам ничего плохого не сделал. Он просто унес свою позицию. Ребят, я с вами не согласен. Его просто унизили, водой поливали, наручники привязали, били там, говорили, зачем это делать. И видя это, мы все понимаем, что с нами, кто не с ними, с нами тоже так будет делать. Поэтому свобода такая, односторонняя. Поэтому начинается эта реакция. На это и расчет, девушка. На это и расчет. Поэтому мы здесь пока еще можем что-то изменить. И Крым очень многое что может изменить и остановить это. Просто мы должны это делать. И я знаю среди вас, и вообще есть очень много знакомых крымских татар, а у крымских татар много знакомых славян. Мы все должны работать в этом направлении. И тогда в этом плане мы победим. Победим вот это зло, которое во времена смуты надо объединяться, а не разъединяться. И прощать все себе, все. Потому что основа веры в Бога – это прощение. Прощать друг другу. Да, друг другу, прощение друг другу. К сожалению, вот это безбожие, которое сегодня есть, которое сегодня есть в обществе, оно привело к таким событиям. Если люди думали о Боге, в первую очередь, а как Бог думает по этому поводу всему, поверьте мне, это не было. И те священники, которые сегодня со сцены Майдана кричат и читают какие-то молитвы, я лично, как религиозный человек, воспринимаю как лицемерие. Вы не молиться должны, вы должны останавливать этих людей и говорить именно мнение Бога по этому поводу. Расходитесь! Расходитесь все. К чему результат? Где сегодня лежат мертвые в Киеве? В этом храме, который рядом с Майданом. Интересно, да, аналогия? Те, которые должны были сделать все, для того, чтобы этих мертвых не было, теперь Бог сделал так, что смотрите, ваше молчание к чему привело. И так далее. Надо кричать, потому что слово священника в первую очередь, он должен показывать белое и черное, что такое белое, что такое черное, и отделять это все, а не принимать чью-то сторону. Спасибо. Спасибо вам за то, что нашли время. Вот можете взять наши пресс-релизы.